Сыдиалняна хампоша тетторло. Футмол капла. Болыш боли согр салон маршал Алла. Бити. Сам дело. Калой, Зору, Хасан Хаджи, Наси и коварный Гайтимир. Любимые персонажи классики ингушской литературы из 7 веков вновь ожили с книжных страниц, но уже на московской сцене. Наблюдать за тем, как мужественно Калой добывает шкуру медведя, или соперник Гайтимир сватает его возлюбленную Зору, столичной публике не впервой. Но в этот раз спектакль кардинально отличается от всех предыдущих постановок. Специально к 20-летнему юбилею визитную карточку Республиканского театра модернизировали в мюзикл. Спектакль мы этот не случайно обозначили к юбилею театра, так как это был самый первый наш спектакль вообще нашей труппы. Той труппы, с которой сформировался, вообще образовался наш театр. Это были выпускники Щукинского училища, курс театр-студия, Ингушская национальная студия. Это был наш дипломный спектакль. И этот спектакль являлся на протяжении всех лет визитной карточкой нашего театра. А другое дело, что мы его немножко обновили к приезду в Москву, да, к этой юбилейной дате. Эта идея у нас возникла совершенно недавно, это предложил Ибрагим Цуроев. В спектакль внесены элементы хореографии и вокальные номера. Музыка тоже была написана специально к постановке. А главные роли Калоя и Зору исполняют заслуженные артисты республики Рахман Беков и Лемон Альгиева, для которых спектакль стал первым актерским дебютом. Никогда прежде у нас не было подобных работ, и спектакль будет накатываться, дорабатываться, там будет в большей степени, нежели сегодня представлена пластика. Сегодня пластический рисунок есть, но он фоново работает. А вот в перспективе он будет работать более полно, и это будет полноценный музыкальный спектакль. Действие романа Идриса Базоркина охватывает последние десятилетия 19 и начало 20 века. На примере судеб героев своего романа он рассказывает во всей полноте историю ингушей и чеченцев. В этом спектакле говорится о многом, говорится о традициях, об обычаях. Есть такие вещи, которые сегодня уже как бы немножко не встречаются, но это было, это нужно сохранять. Покорность дочери отцу, например, да, то, что она, не нарушая слова своего отца, выходит замуж вопреки всему и вся. Только чтобы его не расстроить и не нарушить его слово, и чтобы он не выглядел перед людьми недостойным отцом, и она недостойной дочерью. То есть тут есть много таких моментов. Тот же главный герой Калой, который наступает на свое чувство, на свое «я» и терпит многое ради того, чтобы не причинить вреда или неприятности своим людям, которые ему дороги, и так далее. В общем, мне кажется, это люди, которые не знакомы с нашей культурой, они много чего могут узнать. Я давно хотел, чтобы был музыкальный спектакль в Ингушетии. Это, я надеюсь, только начало, потому что мы изменили название сколько-то лет тому назад на музыкальный, добавили в него музыкальный театр. Сегодня уже у всех наших соседей, то есть в Осетии, что там говорить, Маринский, филиал Маринского театра, да, в Чеченской республике уже есть свой симфонический оркестр, в Дагестане есть свой театр, по-моему, оперы и балета, или там что-то такое, там, кстати, возглавляет его Аздоев Муса, наш земляк. То есть везде это есть. И, на мой взгляд, мы имеем право на более серьезное представительство в музыкальной культуре. Ну а уже 23 октября Ингушская национальная студия отметит 20-летие своего выпуска на большой сцене Театрального института имени Бориса Щукина. Ингушские артисты представят короткометражный фильм, посвященный хронологии из жизни и творчества театра. Амина Бокова, Новости 24.